Уважаемые гости, сегодня, 15 февраля, мы отмечаем 34-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата для проведения Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг, 15 февраля 1989 года. Именно в этот день последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. И в самом начале для нас выступит Виктор Борисович, методист исторического парка, с лекцией. Так, Виктор Борисович. Вот, афганская война, она шла очень долго, 10 лет, да? И эта война в советское время, хотя и была известна, но особо вот так сильно не афишировалась. Нынешнее поколение об этой войне знает, только по школьной программе, да? Учебник истории Отечества, она представлена очень в кратком варианте, и поэтому сегодня для вас я поподробнее расскажу, как все это было, кто и из-за чего эта война началась и какое значение она имела для Советского Союза, почему именно Советский Союз вмешался во внутренние дела Афганистана. Братского Афганистана, потому что, как мы знаем из истории, Афганистан был советский, то есть социалистический. Как мы знаем из истории, да, раньше России был советский социалистический строй, был Советский Союз, и Советский Союз, это было очень сильное такое государство, сильной армией, и вело такую большую внешнюю политику большого масштаба в странах Африки, в Азии, и в Афганистане в частности. Итак, Афганистан. Назвали мы наш доклад «Афганская война». До сих пор не умею этим кликером пользоваться. Так, Афганистан – это страна, которая сейчас управляется организацией «Талибан». «Талибан» – это организация, которая была создана в Пакистане, в соседнем государстве от Афганистана, создана во время в 90-х годах, как принято говорить, но она была создана гораздо раньше, на самом деле. Создана была как организация для борьбы против советской армии в Афганистане. Да? Афганистан управляется движением «Талибан» с 1921 года. Там была армия Соединенных Штатов и союзников этой страны. Там союзники вели довольно долго войну против движения «Талибан». И в конце концов Соединенные Штаты и союзники были вынуждены оттуда уйти, потому что движение «Талибан» полностью сейчас контролирует ситуацию. Вообще очень много со времен Советского Союза там, как у них выражается, шла война против неверных, да? Неверных, то есть иноверцев, которые представляли Советский Союз, по их мнению, и страны Запада, в том числе и Соединенных Штатов. В Афганистане живет свыше 40 миллионов человек. Это 37-е место в мире по численности населения и 40-е по территории. Вообще
как самостоятельное королевство, оно вот, существовало еще с 18 века. Там были династии Хатани и Дурани. Но вот к концу 19 века Афганистан стал буферным государством между двумя державами, между Британией и Российской империей. Российская империя боялась, что вот, британцы, овладев Афганистаном, выйдут в страны Средней Азии, да, которые Российская империя контролировала. А Британия боялась, что Российская империя, вот, овладев Афганистаном, овладеет и Индией, которой вот, владела Британия. Как мы помним из истории, Британию вот, завоевала, Индию завоевала Британская империя. Вот. Такая карикатура. Посередине стоит Афганистан. С левой стороны это русский мишка, Российская империя, и с левой стороны, то есть с правой стороны это Британия, да, лев. Так, ну вот, все-таки Британия завоевала Афганистан и часть Афганистана, и в результате Третьей англо-афганской войны это произошло в 1919 году, и Афганистан перестал быть зависимым от иностранного влияния. Тогда, как мы знаем, да, это были первые годы советского государства, первый год советского государства, там шла гражданская война и так далее, и поэтому это было самое вот, такое время, когда Россия сильно ослабела, и вот этим воспользовалась Британия, которая завоевала часть Афганистана. Так, вот это британские солдаты наступают на афганское укрепление. Так. В конце концов, позже в стране было установлено королевство под руководством Амануллы хана, это афганский монарх. И вот это вот королевство под руководством Амануллы хана просуществовало 50 лет. Это был относительно спокойный период Афганистана. Но потом вот, уже начнутся такие перевороты, и для Афганистана спокойная жизнь уже закончится. Вот итогом этого вот, руководства королевства под Амануллой хана закончилось в 1973 году. Там был уже король Захир-Шах, который и вот в Афганистане установился новый строй, да? То есть к власти пришли сначала вот генерал один, потом пришли, потом вторгся Советский Союз, потом социалистическая партия, потом вторгся Советский Союз, и вот пошло-поехало. Так, в 1979 году во внутреннее дело Афганистана вот, вмешался Советский Союз, ввел туда ограниченный контингент войск, который был выведен уже через 10 лет. То есть очень долго там находился. Да? И там вначале советские войска должны были просто охранять объекты, не сильно там вмешиваться в внутренние дела вот, Афганистана, но все-таки дело пошло по нарастающей, там уже стали происходить военные операции по всему Афганистану. И вот они были очень кровавые, ну, с потерями для вот, советских войск и со стороны афганских маджахедов и мирного, к сожалению, мирного населения тоже. Так. Так, сейчас. Так, давайте я побыстрее. Вот, в конце концов, там обрела свою вот базу международная террористическая организация Аль-Каида,
которая атаковала Соединенные Штаты. Террористы захватили 2 пассажирских самолета и на них врезались башни-близнецы, где вот располагались разные офисы торговых компаний и так далее. Погибло очень много людей. Вот, и это произошло после того, как уже там победил Талибан, да, после того, как советские войска ушли. И вот там из-за этого Советский Союз, то есть Соединенные Штаты, решили открыть военную операцию, начать военную операцию в Афганистане. Так как там в Афганистане укрылся один террорист по имени Бен Ладен, Усама Бен Ладен. У него была своя база в горе Тора-Бора, где он укрывался. Соединенные Штаты быстро установили контроль над Афганистаном, но победить не смогли. И вот в конце концов в 2022 году они были вынуждены оттуда уйти. Вот они очень долго воевали, но вот ничего, вот таких больших успехов таких не достигли. Афганский народ, пуштуны, они очень воинственные, не любят, когда вот они над ними командуют, ущемляют их волю и так далее. Хамид Карзай был президентом правительства Афганистана, поддерживаемый Соединенными Штатами. Соединенные Штаты создали вот отлично оснащенную афганскую армию, которая вот, после того, как Соединенные Штаты решили вот уйти из Афганистана, очень быстро прекратила свое существование. Просто афганские солдаты бежали, бросая свои автоматы, военную технику, которую быстро овладели члены организации «Талибан». Вот, это их фотография, у них белое знамя с надписями. Это такая очень радикальная организация, которая исповедует шариат, по которому вот, женский пол не имеет права учиться в школе, запрещает телевидение, запрещают шахматы, это многое другое запрещают. То есть это крайне радикальная форма вот, ислама, учения ислама. Сейчас Российская Федерация старается вот, поддерживать такие нейтральные отношения с Талибан. Послы этой организации были в Москве несколько раз. Вот. Ну вот, пока тесных отношений таких, конечно, вот Российская Федерация не будет с ними поддерживать, потому что это радикальная вот такая организация. И тесное сотрудничество, конечно, для такой страны, как Российская Федерация, и для ряда других стран это недопустимо. Да? Почему Афганистан всегда привлекала вот такие большие державы? Потому что оно стоит на перекрестке всех дорог, ведущих из Азии, Центральной Азии, вот, в Среднюю Азию, потом и далее, до Малой Азии. И поэтому и Иран, и Туркменистан, да, и вот, Пакистан, все близко. Везде вот, можно пройти и так далее. Поэтому она очень сильно, в геополитическом, геостратегическом отношении очень сильно привлекала державы. Сейчас там идет сопротивление. Организации вот, Талибан руководит этим сопротивлением молодой таджик, сын Ахмад Шаха Масуда, вот, молодой человек, который получил очень хорошее образование, у него есть своя маленькая армия, и он противостоит Талибан. Хотя вот он вот, уже везет партизанскую войну, потому что Талибан он очень сильный, он вот этот человек слабый, да? Полевой командир. Так, как я уже говорил, в Афганистане люди жили всегда бедно. Там почти отсутствует промышленность, сельское хозяйство там очень слабое, такое неразвитое. Люди часто вот, имеют очень мало средств к существованию. Поэтому после того, как монарха скинули,
скинул его ближайший родственник, человек военный, генерал, которого тоже потом скинули социалисты. Вот началась чехарда переворотов. В конце концов, пришла к власти партия социалистов, афганских коммунистов, которая вот установила свою власть. Лидер этой партии Тараки установил дипломатические связи с Советским Союзом, с Леонидом Ильичем Брежневым во главе, и вот поддерживал очень тесные вот такие дружеские связи с ними. Тараки хотел, чтобы Афганистан по подобию Советского Союза превратилось в такое социалистическое государство, не такое вот, не с радикальным исламом, образованное, развитое. Для этого он решил, по примеру Советского Союза, провести ликбез, ликвидацию безграмотности, обучить все население поголовно грамоте, начальной сперва, потом выше и так далее. Для этого вот без различия пола и вот, то есть девушек тоже, да, привлечь к образованию. Потом вот партия под руководством Тараки провела земельную реформу. Просто отнимали землю у богатых землевладельцев и у середняков тоже, и вот давали их излишки земли вот всем бедным, то есть всем поровну, да. И это, конечно, не понравилось, потому что, ну вот, получается, середняк имеет свое поле, где он что-то там сажает, и у него приходят, он даже не богатый, не слишком такой богатый землевладелец, приходят и отбирают его часть земли. Конечно, это с его стороны, он видит, что это несправедливо. И то, что сказали, что девочки тоже должны учиться, это, конечно, не понравилось, потому что как это там девочка вместе с мальчиком в смешанной школе, они будут учиться вместе. Ведь у подавляющего большинства вот, наций, пуштунов, в Афганистане есть свое вот такое видение жизни, да, так называемый пуштунвали или пуштунвалай, по которому вот, женщина, она, в принципе, должна подчиняться мужчине, и образование ей получать не обязательно. И вообще не надо ей получать образование, и это получается нарушение этого вот кодекса Пуштунвали. Это противоречило вот нормам поведения междуполого поведения в обществе пуштунов, которое занимало вот подавляющее большинство. Ну и у других наций тоже в Афганистане, поэтому это очень сильно не понравилось местному населению. К тому же коммунисты, они же такие, вот такой народ же, да? Больше у коммунистов преобладал атеизм, да? То есть нет Бога и так далее. Это у нас в Якутии тоже было, кстати, Емельян Ярославский, который жил здесь в ссылке, он основал, например, организацию «Союз воинственных безбожников», да? Которая выступала против, например, шаманизма, против православного вероисповедания. Просто пионеры, комсомольцы сжигали орангасы, например, шаманские. Так и в Афганистане стали преследовать этих священнослужителей ислама, да, мол, их просто там арестовывали и так далее, начались вот такие репрессии. Конечно, это не понравилось местному населению, очень топорно действовала власть, и поэтому начались вот такие волнения. Началось волнение в городе Герат. Герат – это 4-й по численности город в Афганистане, такой крупный и стратегически важный город. Там местный гарнизон восстал, и к нему присоединились вот местное население, стали вот разрушать правительственные там организации. Погибло 4 советских гражданина, их просто забили камнями.
Ну и вот пошло-поехало, да. Ну вот афганское правительство стало просить помощи Советского Союза, вот город Герат, что давайте нам помогайте вот военной силой. Ну вот Политбюро против этого выступало. Не надо вмешиваться вот, в политику другого государства, да. Вот и но вот Тараки просил, например, вводить войска, где бы по национальности были бы узбеки и таджики, которых в Афганистане много живет, и без знаков различия, вот, переодетые в афганскую одежду, вот, люди, чтобы на танках, БМП приехали в Афганистан и начали помогать афганской армии. Но Политбюро на это не пошло, и вот в конце концов все-таки афганская армия в Герате волнение усмирила хитрым способом. Да? Афганская армия под видом армии, которая поддерживает повстанцев Герата, размахивая вот такими коранами, приехала в Герат и разом подавила все там восстание. Вот войск советских последовал в декабре 1979 года. Это была вот парашютно-десантная дивизия с Белоруссии. Это организовали специально вот Туркестанский военный округ, да? То есть в плане того, что там проходили обучение советские войска, оттуда перебрасывались в Афганистан. Вот. Давайте я сейчас. Так. Это министр обороны Устинов. Он подготавливал вот, операцию в Афганистане, он разрабатывал вместе с Генштабом. Кстати, некоторые военные в самом начале были против. Они вот предугадали все-таки афганскую войну, они говорили, что это может вылиться в не очень хорошую длительную войну. Но все-таки руководство Советского Союза было за ввод войск, особенно Леонид Ильич, который Тараки испытывал вот такие очень приятельские чувства. Ведь Тараки был убит другим человеком, вот, тоже его правой рукой, Амином, который был его вот таким сотоварищем по партии, но вот из-за того, что он захотел захватить власть в Афганистане, то он Тараки арестовал, потом Тараки просто задушили. Уже вот этот президент Джимми Картер Соединенных Штатов, уже тогда он подписал секретный указ, который санкционировал поддержку повстанцев в Афганистане, да, повстанческого движения. Ну вот Соединенные Штаты и Россия, Советский Союз и сейчас Российская Федерация издавна были вот такими соперниками. Сначала вот таким соперником была Британия, да, Российской империи, а сейчас вот Соединенные Штаты. И тогда было так, всегда было так. Вот, например, война во Вьетнаме, где Северный Вьетнам поддерживал Советский Союз, а Южный Вьетнам поддерживали Соединенные Штаты. Или в Корее, да? Северная, Южная Корея. Северная Корея – это образование, которое было создано под влиянием с помощью Советского Союза, с помощью Сталина, Иосифа Виссарионовича после войны, когда Южную Корею освободили от японцев. Так, это Хафизулла Амин. Вот. Дело в том, что Советский Союз подозревал его в связях с Соединенными Штатами. Они думали, что Амин пригласит Соединенные Штаты в Афганистан. Но вот это есть разные предположения, но вот говорят, что Амин вовсе этого не желал, просто он хотел со всеми странами установить нормальные деловые связи. Да? Но вот Советский Союз, конечно, не устраивало. Вот. В советском Афганистане тогда было две партии. Хальк – это свобода в переводе.
Шпушту, и Парчам – это знамя. Савода – это вот такие, это, в основном это простые афганцы, простые жители Афгана, то есть хальк, то есть Парчам. А хальк – это такие вот больше интеллигенции, больше знати, то есть не то чтобы знати, больше имущие классы, чем вот Парчам. Первоначально советские войска, которые вошли в Афганистан, это был такой, его называли мусульманский батальон, потому что там в основном советские военнослужащие были среднеазиатского происхождения. Они предназначались для охраны, вообще для охраны Тараки и выполнения особых задач в Афганистане. Вот. 10 декабря по личному приказу маршала Устинова проводилось развертывание и мобилизация туркестанского среднеазиатского военных округов. Была поднята, как я уже сказал, белорусская Витебская гвардейская воздушно-десантная дивизия. И вот 12 декабря было принято решение о вводе войск в Афганистан. Вот. Как я уже говорил, советская армия на территории Афганистана была просто первоначально только охранять объекты, защищать афганское правительство, но никак не ввязываться в длительную войну и так далее. Да? В основном они должны были охранять промышленные и другие объекты, освободив тем самым части афганской армии, которая должна была бороться, которая боролась с повстанцами, с маджахедами, да, с оппозицией. Вот. 25 декабря 1979 года первым на территорию Афганистана был перенаправлен 781-й отдельный разведывательный батальон. Вот они так входили. Следом за ним переправился десантно-штурмовой батальон 4-й, по которому была поставлена задача по охране перевала Саланг. Через перевал Саланг входили советские войска. В тот же день началась переброска частей воздушно-десантных сил на аэродромы Кабула и Баграма. Есть такой крупный город тоже, Баграм. Кабул – это столица Афганистана. И вот десантники посадочным способом взяли под свой контроль аэропорт, блокировали афганскую авиацию и батареи ПВО. То есть с самого начала афганская авиация была выведена из владения афганской армии. Да? Потом очень быстро группа отряда «Зенит» под командованием Бориса Плашкунова взяла дворец Амина, где он жил, и там Амин был убит сам. И тогда же бойцами отряда «Зенит», это спецназ, была захвачена тюрьма Пули-Чархи, из него были выпущены политзаключенные, это Кабул. Потом весь Кабул был взят, да, очень быстро тоже, за несколько часов, то есть там взяли радиотелецентр, центральный телеграф, Министерство внутренних дел и так далее. То есть афганцы ничего там не смогли сделать, очень быстро все это произошло. И был посажен на место Амина Бабрак Кармаль, новый афганский лидер. Он был полностью под контролем Советского Союза. Он человек, который был ставленник, да, Советским Союзом. То есть он был просто не вел такой независимой политики. Это политика, да, понятно, почему там его поставили. Бабрак Кармаль помогал советской армии вести координированные действия с афганской армией на территории Афганистана. Но после 1981 года руководство военных сил Советского Союза пришло к мнению, что предполагавшийся скорым вывод войск из Афганистана переносится на неопределенное время. Потому что эти провинции все время восставали, им еще помогали оружием разным, поэтому Потом еще Афганистан же, он очень такая горная страна, да, очень труднодоступная,
И там в горах очень легко, очень пригодно вот какие-то засады делать. Потом население в основном неграмотное, придерживается вот такого пуштун-вали, и моллы на них очень такое сильное влияние имеют, и имели, и имеют до сих пор. Поэтому они быстро входили вот, во влияние повстанцев, маджахедов, и их ряды постоянно пополнялись. Советские войска там вели вот такую войну. Они помогали афганской армии или сами тоже проводили такие операции по пересечению караванных путей, которые снабжали вот афганских маджахедов оружием. Вот. Очень долго шли бои на южных направлениях, по провинциях, граничащих с Пакистаном, потому что маджахеды снабжались оружием из Пакистана. До начала вывода советских войск 15 мая 1988 года маджахедам ни разу не удалось провести ни одной крупной операции, не удалось занять ни одного крупного города. Но все-таки советская армия свое задание выполнила. Да? Несмотря на предпринимаемые усилия, численность формирования оппозиции из года в год, но все-таки росла, как я уже говорил, из-за того, что война шла. Все-таки у пуштун-вали есть кодекс мести. Если убили твоего родственника, например, да, ты обязан мстить, иначе ты будешь опозорен как мужчина. Это у афганцев так. Это знак Туркестанского военного округа, такой знак давали, да, самоотверженный ратный труд. Потом маджахедов стали снабжать стингерами. Стингер – это противовоздушная ракета. Она просто ракета летит по наводке, и этой ракетной установкой очень просто управлять. Такими стингерами сбивалась авиация советская, и вот стингеры, можно сказать, сыграли большую роль в этой войне, да, потому что очень много авиации было этими стингерами сбито. По мнению генерал-полковника Виктора Миримского, бывшего заместителя начальника оперативной группы Советского Союза Демократической Республики Афганистан, руководство Афганистана практически проиграло борьбу с мятежниками за свой народ. То есть не могло стабилизировать обстановку в стране, хотя располагало трехтысячной военной армией, да? И в том числе и милиция, госбезопасность и так далее. Вот, афганская армия идет по улице, там парад, майский парад. 7 июня 1988 года в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Афганистана Наджибуллах сообщил, что с начала боевых действий это последний президент Афганистана, он был убит этими талибами, причем очень зверски убит. То есть до 7 июня 1988 года в стране погибли 243 тысячи военнослужащих правительственных войск, да, афганцев, государственных служащих, мирных жителей, в том числе 208 тысяч мужчин, 35 тысяч женщин и 20 тысяч детей в возрасте до 10 лет. То есть это очень страшные, большие потери. Очень много человек убежало в Пакистан, мирного населения. Конечно, оно было сильно озлоблено и примыкало, да, этим Талибану, и постоянно пополняло их ряды. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто встречается цифра в 1 миллион погибших, но это четко неизвестно, так ли это или не так. Имеющие оценки колеблются от 600 тысяч гражданских лиц до 2 миллионов в общем. Как-то так получается, что мирное население гибло. В основном, конечно, от бомбардировок, да. Например, маджахеды
обстреляв колонну советских войск, укрывается в селе и по селу бьет артиллерия. Вот. Тогда и гибло мирное население особо. Ахмад Шах Масуд, один из таких одиозных полевых командиров, который был один из главных противников советской армии и афганской армии, в своем письме советскому послу в Афганистане Воронцову писал, что поддержка Советским Союзом НДПА привела к гибели более 1,5 миллиона афганцев, а более 5 миллионов человек стали беженцами. Вот. Согласно статистическим данным ООН о демографической ситуации в Афганистане в период с 1980 года по 1990 год общая смертность населения Афганистана составила более 600 тысяч человек. Вот. Ну, потери Советского Союза известны. Погибло 13 835 солдат и офицеров. Вот. Разбитая советская техника в Афганистане, до сих пор она там есть. 510 инженерных машин, 11 тысяч грузовиков и бензовозов, 433 артсистем, 118 самолетов, 333 вертолета. Это очень большая цифра. На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось 800 миллионов долларов США. На содержание 40-й армии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно расходовалось от 3 до 8 миллиардов долларов США. Рональд Рейган, это президент США, в 1980 году, в период его активизировалось усилия по созданию единого фронта борьбы против СССР и Демократической Республики Афганистан. Общая сумма помощи афганской оппозиции Соединенных Штатов в 1988 году достигла 2 миллиардов долларов. Это очень большая цифра, очень много денег. Такой же объем военной помощи афганской оппозиции, вооруженной оппозиции оказала Саудовская Аравия. Вместе с тем значительные финансовые средства поступали из частных фондов арабских стран Персидского залива, порядка 40 миллионов долларов ежегодно. Операция «Фарадей», кодовое название секретной операции против советских войск, проходивших службу в Афганистане под патронажем Великобритании, Минобороны Великобритании и Минобороны Соединенных Штатов в первые годы войны. То есть целые операции проводили в западные страны против советских войск в Афганистане. «Фарадей» — это создавали тренировочные лагеря в Европе, в том числе в Соединенных Штатах, в Пакистане, и перебрасывали подготовленных бойцов в Афганистан, снабжали их оружием, минно-взрывными средствами и обучали афганских маджахедов тактике диверсионной борьбы. «Циклон» — операция Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов в Афганистане в 80-х годах. Одна из наиболее дорогостоящих секретных операций ЦРУ. Ежегодно финансирование программы с начальной суммы 30 миллионов долларов в 1987 году до 600 миллионов долларов возросла. «Циклон», по «Циклону» была выбрана межведомственная разведка Пакистана, то есть помогала. Она вооружила свыше 100 тысяч членов формирования афганских маджахедов. Это очень большая цифра. Также из уйгурской автономии Китая приходили добровольцы на помощь маджахедам. Они тоже финансировались, вооружались. Китай помогал афганским маджахедам, об этом известно сейчас. То есть Япония, Китай, Пакистан, Турция, Соединенные Штаты, Великобритания. Очень много стран помогало афганским маджахедам. Да? Например, Турция, Китай. Одним из основных поставщиков оружия маджахедам была Турция. Для противостояния советским силам в Афганистане она направила 100 миллионов патронов, 60 тысяч винтовок, 8 тысяч пулеметов и 10 тысяч пистолетов. Иран. Некоторые отряды маджахедов получали помощь из Ирана. Они действовали в районе Герата и отрядов в окрестностях Мешхеда. Япония помогала. Она косвенно значительную роль в борьбе против Советского Союза сыграла. Они деньгами помогали, оружием. Оказали помощь на более 40 миллиардов долларов помощь маджахедам. Все-таки Советский Союз, хотя и там воевал, но все-таки вел очень такую политику усиления экономики Афганистана.
Вот. Строили там разные дороги, строили, да, автодороги. Более 1000 километров автодорог Советский Союз построен. Туннель в Саланге построен был. Всего вот в Кабуле дороги строили. Строили также автомобильные железные дороги строили. Авторемонтный завод в Жангалаке построили. 1300 машин в год ремонтировал этот завод. Построили 3 завода по производству КАМАЗов, вот таких грузовиков. Да? Открыли предприятие в Кабуле по производству велосипедов. 15 000 штук велосипедов в год производило. Не все могут иметь автомобили в Афганистане, потому что население бедное, и много людей пользовалось советскими велосипедами в Кабуле. Советские геологи работали в Афганистане очень широко. Они разработали для афганского правительства карту полезных ископаемых с отмеченными с ней 1500 месторождениями. Также в Баграме был построен 3-километровый посадочной полосой аэропорт. Вот. Международный аэропорт построили в Кабуле. После того, как Афганистан начал добывать газ, Советский Союз стал по сниженным ценам покупать его у Афганистана. Афганистан постоянно получал денежную поддержку от Советского Союза на социально-экономическое развитие. Советский Союз построил 8 нефтебаз, газопровод, пропускающий 4 миллиарда кубометров газа в год. Инженеры из Советского Союза построили гидроэлектростанции, 2 гидроэлектростанции. Электростанции строили в городах, электрические сети. То есть и в Кабуле политический университет организовал Советский Союз, где училось 1500 студентов из Афганистана. Им давали очень качественное техническое образование. Вот. На этот вуз Советский Союз потратил 6 миллионов рублей, то есть очень много, да? По тем меркам очень большие деньги. Кабульский техникум заканчивал 250 автомехаников. То есть Советский Союз очень вот так широкомасштабно помогал Афганистану в восстановлении экономики. И это, в принципе, это был хороший ход со стороны Советского Союза, потому что Советский Союз таким образом привлек сердца очень многих афганцев. Если помогать, например, стране экономически, то можно же завоевать их сердца населения этого государства. Да? Сейчас в Афганистане такую политику проводит, например, Китай. Китай имеет виды на Афганистан, и вот таким образом, мелкими шажками Китай свое влияние все-таки в Афганистане заимеет. Но по нашему мнению, если вести в другой, чужой стране политику, да, влияния, например, и каких-то равноправных договоров, партнерств, то надо вести очень осторожную политику, учитывая обычаи этой страны, характер населения этой страны, учитывая, какое положение эта страна имеет в мире и так далее. Да? Очень осторожно, очень уважительно относиться к их обычаям этой страны. И вот это самая хорошая политика, мягкая политика называется, да? И она приносит очень большие результаты. Ну вот, к сожалению, Советский Союз не смог добиться такого гегемона противостояния с маджахедами. Очень много денег было потрачено, и в конце концов Михаил Сергеевич Горбачев принял решение, генеральный секретарь партии Советского Союза, Коммунистической партии Советского Союза, которая тогда управляла страной, вывести войска из Афганистана. Но Афганистан после вывода Советского Союза, правительство Афганистана продержалось недолго, она была очень быстро разгромлена повстанцами. Можно сказать, что Советский Союз фактически Афганистан бросил, афганское правительство, советское правительство. Это надо признать, это в истории написано, это не надо скрывать. То есть история, она нужна для того, чтобы учиться на ошибках и на достижениях своих прошлых поколений. Да? Не только для того, чтобы учить какие-то даты, события, обязательно надо учиться на ошибках
и достижениях прошлого поколения. Для этого и нужна история. Вот. И Афганистан, к сожалению, сейчас в очень таком ужасном положении находится, потому что все счета правительства этой страны, они заблокированы. Афганистан очень бедный. Там происходит постоянно. Там еще вот Талибан свои такие порядки установил, очень с нашей точки зрения такие негуманную политику в отношении женского пола ведет. Но это наше видение, да? А по их видениям это нормально. И, конечно, вот очень есть опасность влияния организации Талибана из Афганистана на Узбекистан. Потому что Узбекистан, он не связан с Российской Федерацией, к примеру, вот, военным союзом, да? И может быть ясно, что вот Талибан, когда он укрепится в своей стране, будет досылать своих эмиссаров. То есть очень много. Если в стране население бедное, к примеру, да, если обещают разные блага, может быть, освободить от всех кредитов, долгов, которые Талибан сделал, и установить настоящую власть, вот такую, да, патриархальную, какая была у дедов, у прадедов, то на это может повести, да, на эту конфету может повести местное население, молодежь, или люди, которые недовольны властью. Поэтому это очень опасно на самом деле. Но вот надеемся, что до такого не дойдет, что вот Талибан будет наступать на Среднюю Азию. Но вот эта организация запрещена в России, Талибан, и она здесь в России признана радикальной, и запрещено вот исповедовать учение вот этой организации. Вообще люди народ для хорошей жизни, он вообще должен учиться, вот, развивать науку, образование, а в Афганистане, к сожалению, этого не происходит. И страна эта, вот, очень большому сожалению, катится из вот такого доразвитого состояния. Она вот все-таки поднималась в советское время, да, потом снова и вниз катится по наклонной. И, конечно, иметь в соседстве такую страну, это неприятно. Вот. Может быть, из вашего поколения, из вашего класса будут в будущем вырастут политики. И надо вот очень много читать и выводить какие-то свои выводы делать, анализировать, развивать свое критическое мышление, аналитическое, стратегическое мышление. И этому очень хорошо учит история, политическая история, да? История в нашей стране, история соседних государств. Так что учитесь. Вот. На сегодня все. Благодарим. И приглашаем второго нашего лектора кратко дополнить информацию наш методист исторического парка Габышев Айсен. Всем добрый день. Меня уже представили. Сейчас включится моя презентация. Она коротенькая. Так вот, сегодня мы поговорим о том, я хотел бы рассказать вообще о том, что это за день. День памяти воинов-интернационалистов. Так он, собственно, называется. Что это за день? Тут все написано. Официальная памятная дата в Российской Федерации, а памятная она дата официальная с 2010 года. Это один из таких государственных праздников, который, ясное дело, не становится народным среди народных. Допустим, вообще праздники стоит распределять на две категории. Есть народные, есть, получается, такие государственные. Допустим, салаты мы не делаем 4 ноября, правильно? Это государственный праздник. А салаты мы делаем когда? 9 мая и, соответственно, в Новый год. Но, тем не менее, почему, собственно, картиночку. Почему, собственно, 15 февраля? Об этом уже Виктор Борисович объяснил. 15 февраля, потому что это дата вывода войск из Афганистана, 1989 год. Операция, собственно, ввод войск произошел в 1979 году, и присутствие советское там продолжалось на протяжении 10 лет. Вывод войск начался еще
15 мая, насколько я помню, или марта 1988 года, и вывод продолжался на протяжении года. Последним, кто, собственно, вышел с Афганистана, был генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. Это такой был символический жест. Командующий, собственно, 40-й армией вышел последним. Ну, довольно такой драматичный, на самом деле, момент. Так вот, термины. Воин-интернационалист. Что это такое и с чем его едят? Исходно так советская пропаганда и историография именовала иностранцев преимущественно из числа бывших пленных, военнопленных, немецких, австро-венгерских, китайских, участвовавших в гражданской войне в России на стороне, собственно, конечно же, красных. И таких было на самом деле очень много. То есть мы знаем из курса школьного курса по истории, что до гражданской войны у нас была Первая мировая война. И, соответственно, воевали мы с блоком центральных стран. Это Германия и Австро-Венгрия. В Австро-Венгрии еще огромное количество этносов было, которые симпатизировали, конечно же, России. Но в большинстве случаев корпуса, созданные, допустим, из чехов, словаков, перешли на сторону белых. Но, тем не менее, были и такие части, добровольческие корпуса, которые переходили на сторону красных. Все-таки коммунистическая идеология была очень популярна еще с XIX века. И потому что ее лозунги и формулировки, и догмы были очень доктрины просты и понятны для всех. И самый крупный первый конфликт военный, в котором участвовали так называемые воины-интернационалисты Советского Союза, это гражданская война в Испании. Здесь знаменитая фотография, это у нас Марина Хинеста. Она, по идее, журналистка и никогда не была, никогда с оружием в руках не сражалась. Во многих ресурсах, интернет-ресурсах ошибочно пишут, что это, получается, доброволец республиканский. Суть войны там, получается, война между демократами, республиканцами, и, получается, они были разношерстной компанией, среди них были и коммунисты в том числе, против, конечно же, такой фашистской организации, ну как организации, фактически фашистов во главе с Франциско Франко. Не суть. Ну вот, и получается, война в Испании сформировала такие основные черты воина-интернационалиста и интернационализма вообще в Советском Союзе и в мире. Допустим, в культуре это отразилось очень, на самом деле, сильно. Допустим, все вы знаете Эрнеста Хемингуэя. Кстати, Эрнест Хемингуэй участвовал в войне в Испании и написал огромное количество романов и повести, рассказов, посвященных этой войне. А тут мы видим, получается, строки знаменитого стихотворения «Гренада», который был написан в 1926 году. И вот сейчас очень долгое время ошибочно считалось, что Михаил Светлов, автор данного стихотворения, написал его в годы гражданской войны в Испании, а она у нас 1937-1939 года. Но написана она была в 1926 году, и, как ни странно, слова там были пророческие. То есть «Гренада, Гренада, Гренада моя, я хочу землю крестьянам в Гренаде отдать» и так далее. Гренада — это у нас область, находящаяся в Испании. И в итоге для воинов-интернационалистов, то есть в основном туда отправились квалифицированные военные, которые, это летчики были, также участвовали в меньшем количестве, конечно же, но и танкисты. Но в большинстве случаев советские добровольцы обеспечивали безопасное небо в Испании, поскольку у испанцев самих подобных специалистов, то есть летчиков, проще говоря, не было. И вот эта песня, стихотворение, которое превратилось в песню, превратилось в так называемый гимн воинов-интернационалистов в Испании. Что такое интернациональный долг? Это один из основополагающих терминов вообще из этого дня, понятия и так далее. Выражение, которое использовало руководство Советского Союза и других стран социалистического блока, основываясь на принципе пролетарского интернационализма. В чем он заключался? Интернационал был создан первый еще очень давно, в XIX веке. Создали его французы, но не суть.
В этот же период времени, допустим, в момент гражданской войны в Испании, действовал у нас Третий интернационал. Он был создан в 1919 году, и, насколько мне память не изменяет, до 1944 года он, собственно, существовал. Или он, проще говоря, назывался Коминтерн еще. В противовес ему был создан в 1938 году Четвертый интернационал во главе с Львом Давыдовичем Троцким, но не суть. Еще один крупный военный конфликт 20 века, в котором участвовали советские военнослужащие, но опять-таки не массово. То есть характер всех этих военных конфликтов, в которых участвовал Советский Союз, помогал, получается, дружественным странам, компартиям в этих странах и прочее для установления коммунистической власти в этом государстве, в этом регионе. Он имел такой поверхностный характер. То есть это не крупные контингенты войск, которые отправлялись куда-то в страны третьего мира. Такого массово не было. Тот же самый, допустим, Вьетнам. В основном во Вьетнаме, допустим, советский интернационализм включал в себя системы ПРО. То есть, ясное дело, у вьетнамцев не было систем для защиты от воздушных атак Соединенных Штатов и Южного Вьетнама. И, соответственно, им нужна была помощь в этом. Туда отправили специалистов с системами, собственно, ПРО и ПВО, С-300 и так далее. Это у нас Корейская война. И в Корейской войне то же самое. На фоне всего этого участие, получается, советских солдат в войнах в Азии, в частности, в Корейской войне и так далее, и во Вьетнаме, возникали даже такие анекдоты. То есть как? Советский Союз официально скрывал участие своих военнослужащих в этих конфликтах. И поэтому появлялись такие народные шутки и анекдоты по типу «Как зовут вот этого летчика корейского?» Или его называли китайцем и называли следующее имя – Ли Си Цин, то есть Лисицын. Ну, такие каламбуры. Но это такое народное творчество. Тем не менее, оно отражало некую действительность. Венгерское восстание 1956 года, или, как еще ее называют, война за независимость Венгрии в 1956 году. Военнослужащие, которые участвовали в событиях Венгрии, в частности в Будапеште в 1956 году, также им присваивалось звание воина-интернационалиста, в том числе. И, конечно же, афганская война, о которой, собственно, говорили до меня. О ней было сказано очень много, и на ней мы не будем зацикливаться. Это основные такие крупнейшие военные конфликты, в которых участвовали воины-интернационалисты. Понятие же воин-интернационалист официально в документах появляется только в 1988 году. Отсюда же и медаль воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. Медаль была учреждена Демократической Республикой Афганистан в 1988 году. В то же время, в том же году в Советском Союзе учреждается просто нагрудный знак. Ну, кто, собственно, знает, что это такое такой просто значок, который цепляется на грудь, проще говоря. Так вот, военный. Нагрудный знак «Воин-интернационалист». До этого же, получается, во всех других конфликтах, в Анголе, в Бирме, в Алжире, в 1962-м, в Йемене, на самом деле конфликтов было огромное множество. И все это части, этапы так называемой холодной войны, противостояния, собственно, соцблока со странами Запада, капиталистическим блоком, если вам угодно. И вот до этого же, получается, не было официальных, опять-таки, каких-то медалей, наград, орденов и прочее. Были лишь, опять-таки, нагрудные неофициальные знаки, знаки различия, указывающие на то, что этот военнослужащий участвовал в том или ином конфликте. Допустим, первый значок, который у меня стоит вот здесь, это нагрудный знак, который присваивался солдатам, военнослужащим, которые участвовали в военном конфликте в Алжире в 1962-1964 годах. Алжир — это у нас Северная Африка, и оттуда у нас Зинедин Зидан, собственно, ну и многие другие, получается, французские актеры и футболисты. Почему французский? Потому что Алжир был с 19 века колонией Франции. И в 60-х годах по всему миру активизировалась борьба за независимость в колониях, в том числе и в Алжире. И вот. И, конечно же, грамоты.
По большому счету, на протяжении всего существования Советского Союза правительство СССР отрицало факт участия в том или ином конфликте и так далее. И по понятным причинам из-за этого, конечно же, не могло создавать, допустим, официальные документы, как я считаю. Ну и если же говорить вообще о, скажем так, культуре интернационализма, для России, для российской истории это не ново. Еще в дореволюционный период, во времена Российской империи, были такие, скажем так, опыты. 19 век. Ряд современных балканских стран по типу Болгарии, Румынии, Черногории, Сербии долгое время на протяжении нескольких столетий находились под османским владычеством. И в 19 веке там активизировались сепаратистские настроения, и долго шла война за независимость южнославянских народов. И туда в огромном количестве добровольцами уходили русские офицеры. В основном это были дворяне, поскольку обычные крестьяне по понятным причинам не могли себе позволить, допустим, купить билет на поезд и отправиться куда-то там на чужбину. Если же говорить о начале 20 века, дореволюционный период, если брать, то действительно такие моменты тоже бывали. Это у нас Англо-Бурская война начала 20 века, в ходе которой также русские добровольцы участвовали в ряде конфликтов в Южной Африке. ЮАР, кто знает, собственно, где эта страна находится, вон там происходили вот эти войны. И Трансвааль, даже есть знаменитая песня «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, вся горишь в огне». И вот в данном военном конфликте тоже участвовали, получается, выходцы, граждане России, Российской империи. Ну и на этом у меня все. Кратенький такой обзор. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Не спешим. Сейчас будем смотреть видеоролик 5-минутный. После этого вас ждут подарки. А затем можете пройти в экспозицию о Сталинградской битве бесплатно для вас. И сейчас мы включаем видео. Так, давайте представим слово Илью Александровичу. Дорогие друзья, приветствую вас всех сегодня. Мы рады вас лицезреть. Спасибо организаторам, кто вот поучаствовал, что мы все тут собрались. Это очень знаменательная дата для нас всех, потому что эти люди боролись за какой-то политический строй, опять же, исторические следы оставили для нас всех. И я являюсь представителем партии ЛДПР по работе с молодежью. Вот непосредственно мы тоже решили посетить, просветиться и заодно вот посмотреть на людей, как говорится. Мы рады вас видеть сегодня и предлагаю встать и почтить память погибших людей, которые боролись за права, свободы, вот непосредственно в Афганистане. Минута молчания.
Спасибо большое. Вы все молодцы, также просвещайтесь. Это расширит кругозор и в дальнейшем поможет в обычной повседневной жизни. Спасибо за слово. Алена, видео без звука почему-то. Так, вот. И сейчас мы тогда идем в экспозицию о Сталинградской битве. Почему-то вот видео, оказывается, бракованное получилось, да? И все. Благодарим за то, что пришли студентов и координаторов, да? И всем спасибо, до свидания. И сейчас мы вам покажем, где эта экспозиция.